И в продолжении Стерлитамаки состоялось открытие фестиваля гостеприимства. Мероприятие «Купец» проводится уже в 4-й раз. Это праздник единства, дружбы народов и традиций купечества. Участников мероприятия приветствовал глава республики. Ради Хабиров отметил масштабность культурного форума. Некогда городской фестиваль сейчас развивается на международном уровне и принимает гостей из других стран. Тему продолжит Полина Затолокина. Корзинки, лапти, подстаканники. Мастерица из Стерлитамака сейчас на пенсии, но без дела не сидит. С детства она увлекается плетением из бересты. Верит, что береза обладает целебной силой. Я сначала режу бересту, эту кору, чищу ее внутри. Это в самом центре, там, внутри. Вот режу ее и плету. Таких умельцев на ярмарке собралось немало. Кто-то вышивает узоры на сумках, кто-то мастерит украшения, а кто-то вяжет. 330 ремесленников представили товары на любой вкус. Состав вот чистая шерсть есть полушерсть. Во-первых, чистая шерсть, она подороже идет. Ну, кто хочет, можно чистую шерсть сделать. Если не хочет, допустим, можно полушерсть. Потому что шерсть не все любят, она же колется. Это из палантинов шьется платье. Выкраиваем из палантинов, потом шьем. Это артисты на заказ, девчата, которые на сцене выступают, заказывают. Мне очень нравится из пуха создавать вот такие дизайнерские изделия. Место для проведения фестиваля было выбрано не случайно. Именно здесь, в историческом центре города, до начала 20 века проводились купеческие ярмарки. Через Стерлитамак были проложены важные торговые пути, например, Оренбургский тракт. В этот раз площадка фестиваля расширилась. В праздновании впервые задействованы реконструированные набережные Стерли и Соляной пристани, а также центральная улица города. Здесь состоялось шествие в национальных костюмах от участников из 9 регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. Гостей мероприятия поприветствовал Ради Хабиров. Фестиваль замечателен тем, что он уходит корнями вглубь нашей истории. Это праздник нашей культуры, и что очень важно, это праздник единства, многонациональной дружбы нашей республики и нашей страны. Я сегодня хотел поблагодарить стерлитамакцев за гостеприимство, за такую теплую организацию замечательного фестиваля, куда уже с каждым годом приезжают все больше и больше делегаций и из иностранных государств, и из наших регионов России. В рамках деловой программы фестиваля прошел День креативных индустрий. Это первое подобное мероприятие для Башкортостана. Оно направлено на продвижение творчества в разных сферах жизни республики. Представители моды, кино, музыки, дизайна, урбанистики и культурного наследия выдвинули предложения, по которым были составлены дорожные карты. Самые интересные идеи будут реализованы. Полина Затолокина, Виктор Меренков. Новости Стерлитамак.